Кафель баштаганыбызга бир жарым ай 10 күндөн өтүп калды буюрса. Профессиональные мастера-плиточники, не отвлекаясь на съемочную группу, укладывают кафель ровно и быстро. Уже завершена треть работы. Всего керамические плитки необходимо установить на 400 квадратных метрах. Садикке ылайыктап, өздөрү тандап алып келип беришти. Кафель подобран специально для детсада. Качество отвечает стандартам. Все стройматериалы в наличии. Оттого работа идет своим чередом. Новый детсад в селе Кокджар уже практически построен. Его готовность оценивается на 70%. Сейчас ведется монтаж коммунальных и инженерных сетей. Этот детский сад возводят по типовому проекту, но отличия все же есть. По словам строителей, здесь усовершенствована вентиляционная система, а точнее в каждой группе индивидуально настраиваемая система отопления и вентиляции. Вариант с приточно-вытяжной вентиляцией должен обеспечить нужный объем поступаемого и удаляемого воздуха. Есть возможность регулировать его температуру, что является лучшей профилактикой инфекционных заболеваний. Детсад рассчитан на 140 мест. Его строительство – требование времени. В селе Кокджар нет госсада. Оттого родители вынуждены возить детей в город или оставлять дома. Ввод нового объекта позволит увеличить охват детей дошкольным образованием. Тендерная стоимость составила 49 миллионов 250 тысяч сомов. В настоящее время работа заканчивается. Профинансировано около 25 миллионов сомов. Если в этом году дополнительно предусмотрят оставшиеся суммы, мы обязуемся закончить строительство до 1 января. Всего в списке строительства и капремонта Госстроя свыше 400 зданий и помещений. До конца года 94 из них планируют ввести в строй. К началу сентября завершено строительство 20 объектов почти на 717 миллионов сомов. Из них 15 – школы и спортзалы, 3 объекта здравоохранения, 1 жилой многоквартирный дом для лиц с ограниченными возможностями и 1 психоневрологический диспансер. А также проведен капремонт 26 соцобъектов на 264,5 миллиона сомов. До конца года по статье капвложения запланировано завершить строительство 39 объектов. Из них 24 школы и спортзалы, 2 детсада, 4 спортивных зала и комплекса, столько же объектов здравоохранения, по 1 объекту культуры и жилого дома, 3 прочих объекта. Кроме того, намечено завершить капремонт 33 соцобъектов и строительство 9 объектов питьевого водоснабжения. При дополнительном финансировании около 138 миллионов сомов Госстрой планирует сдать в эксплуатацию еще дополнительно 25 объектов. Основной упор делается на школы, ведь если проектная мощность всех существующих школ рассчитана на 775 тысяч учеников, то в них на сегодняшний день обучаются свыше 1 200 000. А так как средства в бюджете ограничены, на помощь приходят доноры. Разрабатывается порядка 27 объектов, это школьных объектов по Кыргызской республике, которые будут финансироваться со стороны Арабского фонда. Проектную документацию уже завершили и провели даже тендер на строительно-монтажных работ. Из этого числа где-то порядка 2 школ будут это в городе Бишкек, остальные по региону. Для стимулирования учителей рассматривается и их досуг. Так, в пансионате Асыл на Исыкуле, что в ведении Минобразования, проведен ремонт. Также на территории пансионата планируется строительство 5-этажного оздоровительного центра с зоной отдыха. На эти цели предусмотрено 180 миллионов сомов. В этом году в ведомственном пансионате смогли отдохнуть более 1000 школьных учителей. Демира Базарбаева, Тимур Сыдыгалиев, Алато, 24.